Реализация национального проекта здравоохранения. В селении Барсуки строится ФАП на 20 посещений в смену. День воинской славы России. 77 лет назад завершилась самая кровопролитная баталия за всю историю Великой Отечественной – Курская битва. Беседки с видом на Столовую гору строят в селении Бейни. Расскажем, как реализует проект «Победитель Машука-2019». На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. Трое бандитов нейтрализованы сегодня в Троицком в ходе КТО. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, они являлись сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ. В ходе перестрелки двое сотрудников спецназа получили ранения. Пострадавших среди гражданского населения нет. На месте боестолкновения, как сообщили в НАК, обнаружены пистолеты, автоматы и готовые к применению самодельные взрывные устройства. Качественные медицинские услуги уже в скором времени будут доступны жителям селения Барсуки. Там строится фельдшерско-акушерский пункт на 20 посещений в смену. Возводят объект в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Хава Газикова с подробностями. Рейхан Горданова частенько вынуждена выезжать в город, чтобы найти нужного специалиста. Впрочем, эта проблема у жителей Барсуки одна на всех. За ее решение в селении уже взялись. ФАП строится в рамках нацпроекта «Здоровье». Сдать объект планируют буквально на днях. Фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на 20 посещений в смену. Здесь предусмотрели все условия для пациентов и врачей. Кабинеты для педиатра, акушер-гинеколога, фельдшера, смотровая, регистратура и процедурная, включая все необходимое оборудование. Как отмечает местная администрация, открытие объекта, помимо прочего, значительно снизит нагрузку на врачей. Необходим он нам на сегодня день нужен, потому что у нас население каждый день растет, а амбулатория у нас старая и ветхая. И сейчас, если сюда хотя бы 4-5 кабинетов сюда основные переедут, и там у нас помещение освободится. Мы думаем там как-нибудь организовать или там выйти на нужный уровень, чтобы у нас был стационарный номер, который нам очень сегодня необходимо нужен. А вот где уже успели оценить все возможности нацпроекта. В конце прошлого года врачебная амбулатория открылась в Газиюрте. В старом здании, помимо всего прочего, проблемы возникали с коммунальными благами. А сейчас в амбулатории функционирует ЭКГ-лаборатория, процедурная, прививочная, а также кабинет терапии, гинекологии и педиатрии, что не может не радовать местных врачей и жителей. Амбулатория езжает, больницы езжает, рабочие места здесь еще есть для людей. Значимые, необходимые, у больницы, обращаться до. В следующем нацпроект «Здоровье» реализует Выкажево. Здесь также планируют построить фельдшерско-акушерский пункт. Хава Газикова, Асхаб Белакиев. Новости 24. Цифры статистики ДТП уже впору приравнять к фронтовым потерям. На дорогах региона что ни день новая авария. Редко обходится без пострадавших. Зачастую бывают и жертвы. Превышение скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование ремней безопасности. К сожалению, все еще в моде среди ингушских водителей. Инспекторы призывают к бдительности и осторожности. Нарушения пресекаются наказанием, в том числе и рублем. Об итогах очередного рейда ГИБДД в Назране сюжет Идриса Ижиева. 17 до 22 часов 7, 14, 21, 28 августа 2020 года по отдельным планам провести на территории Республики Ингушетия комплексно-оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которого осуществляются массовые проверки водителей на предмет выявления признаков алкогольного и наркотического опьянения и выявления фактов незаконной перевозки наркотических и сильнодействующих психотропных препаратов. Инспекторы внимательно слушают приказ. Задача – выявить нарушителей. В районе круга рядом с рынком в Назране поток машин неиссякаемый, поэтому здесь полицейские должны быть особенно внимательны. За первые полчаса рейда уже несколько выявленных нарушителей. Проверка документов, предупреждения, штрафы. Виновных немало, и вроде каждый из них все понимает.
12:05, часть первая, когда машина до двух и до около. Патруль машина. Закрепить ремень безопасности – первое, чему обучают на практических занятиях в автошколах. Однако большинство водителей соблюдать это правило не хотят, подвергая опасности не только себя, но и окружающих. Да тут есть ремень безопасности, операции юдыш. И правила дорожного движения соблюдать и действовать. Ну, в любом случае ремень операции мира юдыш, да, во безопасности, во безопасности. Машины, стекла которых выглядят, как будто их закрасили черной краской. Тонировка в нашем регионе пользуется большой популярностью. Инспекторы ДПС останавливают каждую затемненную машину. Ведь это нарушение считается грубым и влечет за собой административную ответственность. Который мы сейчас постоянно остановили, насчет ремень безопасности, насчет тонировки мы начали работать. И по статье 20-25 не уплаты штрафа работаем. И по 19.3, когда сначала по тонировку, потом по 19.3 выписываем, доставляем в суд, и это как уже судья решает. Такими рейдами инспекторы стараются изменить правосознание участников дорожного движения и заставить задуматься о том, что соблюдение ПДД поможет сохранить им здоровье, а возможно и жизнь. Ведь практически каждый день ДТП уносят жизни людей. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. В Ингушетии до конца года планируется создать базисный лесной питомник. Это позволит обеспечить посадочным материалом не только для лесовосстановления, но и даст возможность получать доходы от его реализации. Молодые саженцы будут использовать для озеленения населенных пунктов. Все работы будут проводиться за счет средств региона. Участок под размещение лесопитомника площадью 5 гектаров уже определен на земле сельскохозяйственного назначения. Сейчас все работы по подготовке почвы выполнены в полном объеме. Осенью планируется посеять семена ценных пород деревьев. Первые саженцы лесного питомника планируется получить весной 2021 года. День воинской славы России и 77-ю годовщину разгрома советскими солдатами немецких войск в Курской битве сегодня отмечает страна. Самая кровопролитная баталия за всю историю Великой Отечественной продолжалась 50 дней и ночей. В этой битве плечом к плечу с товарищами сражались и больше 90 ингушей. В Государственном музее краеведения организована специальная выставка, посвященная героям-участникам сражения на Курской дуге. Адельгерей Мальсагов, Ахмед Султыгов, Султан Беков, Гелани Мальсагов и многие другие. Здесь на стенде, посвященному Курской битве, в Государственном музее краеведения представлены только 50 фотографий отважных защитников Отечества. Но имена стали известны уже 91 солдата. Хочется отметить Мальсагова Адельгерея Заурбековича, Барханоева Александра Кавриевича, летчиков это Костоева Щервани Устархановича, Льянова Артагана и многих других. Они, как и многие другие бойцы советской армии, наравне участвовали в оборонительных и наступательных операциях. С самого первого дня открытия выставки здесь висит портрет Саварбека Плиева, защитника Брестской крепости и участника боевых действий на Курско-Орловской дуге. В 1943 году, когда до победы оставалось всего 1,5 месяца, на роту, которую руководил Плиев, был направлен главный удар противника. Благодаря исключительной стойкости всего состава роты атака врага была отбита, уничтожив при этом 2 вражеских танка. Большой след в этом сражении оставил и Абдулвагаб Барханоев. Он был танкистом, в годы Великой Отечественной войны дослужился до звания старшины, гвардии старшина. Он также продолжал военную службу после окончания Великой Отечественной войны, дослужился до звания гвардии капитана. Он управлял танком Т-34, участвовал в знаменитом сражении, самом крупном танковом сражении в истории человечества, в бою под деревней Прохоровкой. Это произошло 12 июля 1943 года. Невиданный бой, 1000 танков, один из них старшего сержанта, орденоносца Адельгерея Мальсагова. Добровольцем, уйдя на фронт, он совершил свой последний подвиг именно на Курско-Орловской дуге. Адельгерей очень хорошо учился в школе, подавал большие надежды, изучал и языки, подавал документы в один из ведущих вузов по изучению международных отношений. Там у него попросили выслать документы, то есть уже были готовы принять его. Но началась война, и он добровольцем ушел на фронт. Существует подтверждение, что он несколько раз был ранен,
несколько раз выходил из окружения. И в 1943 году старший сержант Мальсагов Адель Гирей-Заурбекович погиб в бою. 50 дней кровопролитных сражений на земле и в воздухе и миллионные армии с обеих сторон. За несколько часов до наступления немцев на позиции вермахта обрушился шквал свинца и огня. Операция «Цитадель» получила первую пробоину. По всей линии фронта по немецким позициям был нанесен артиллерийский удар. Эта операция продлилась всего 6 дней. Ровно столько немецкие части пытались продвинуться вперед, но стойкость и мужество советского солдата рушили все планы врага. Вермахту нужна была победа, нужно было новое наступление, и оно было запланировано на Курском направлении. Враг рассчитывал нанести по Курску 2 удара из Орла и Харькова, окружить и разгромить советские части и идти дальше, на юг. И это после недавнего разгрома немцев советскими солдатами под Сталинградом. Саму битву можно разделить на 2 этапа. Это первый этап оборонительный, в ходе которого было сдерживание противника на территории Советского Союза. Второй этап – это наступательный, в ходе которого были освобождена значительная часть территории Советского Союза, в том числе РСФСР. К концу 1943 года советская армия вышла к границам РСФСР, а в 1944 году была освобождена вся территория Советского Союза от фашистских оккупантов. Курская битва по своим задействованным силам и средствам считается одним из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны. Последний выстрел Курского сражения прогремел 23 августа 1943 года. Правда, победа далась дорогой ценой. За 49 дней непрерывных боев погибли 254 тысячи советских солдат, больше 5 тысяч каждый день. Подводя итоги, немецкие генералы признали, что на этих полях они навсегда потеряли ключи от своей победы, и добавили: после Курска на Восточном фронте у вермахта больше не было спокойных дней и ночей. Хати Добриева, Магомед Даскиев, Новости 24. В России за минувшие сутки зарегистрировано 4852 новых случая с COVID-19. Уже неделю ежедневные показатели стабильно ниже отметки 5000. Всего по официальным данным заболевших более 956 тысяч человек. Выздоровели больше 770 600. В регионе плюс 20 случаев с коронавирусом за сутки. В общем списке заболевших 4182 человека. Выздоровели 3725. В тяжелом состоянии 24 пациента, из них 3 на ИВЛ. Беседки с видом на Столовую гору строят в селении Бейни. Проект «Победитель Машука-2019» понемногу воплощают в жизнь. Реализацией занимается Центр молодежной инициативы Ингушетии и Ассоциации ремесленников. Строят объекты из твердых сортов дерева, благодаря чему беседки простоят не 10 лет. Репортаж Муслима Ганиева. Чистый горный воздух, нетронутая природа, альпийские луга. Что еще нужно для дружной команды для отдыха на природе? Правильно, крыша над головой, где можно укрыться от знойного солнца и дождя. Решением этой проблемы занялись ремесленники Ингушетии. Вот уже 5-й день здесь, у подножия Столовой горы, они занимаются строительством 2 беседок. Привычную тишину у подножия Столовой горы в эти дни нарушает лишь рев бензопилы, а доски ясеня поочередно принимают свои окончательные формы. Адам Мальсагов, один из авторов проекта, лично принимает участие в воплощении идеи в жизнь. Мы с родственниками и с друзьями особенно любим отдыхать в Горной Ингушетии, думаю, как и большинство наших местных жителей. И думаю, у каждого появлялась в голове такая мысль: было бы хорошо благоустроить такие места, чтобы мы уже более цивильно, хорошо могли отдохнуть. И с этого все началось. Мы сели, написали проект вместе с нашей командой и выступили на форуме Машук. Новую открытую зону отдыха уже успели облюбовать гости Джайрахского района. Профессиональный фотограф Дмитрий Купрацевич в Ингушетии впервые. За несколько дней нахождения здесь успел не только пополнить свою коллекцию фотографий, но и оценить новые строения. Здорово, что они сделаны из натурального дерева, то есть это вот отлично вписаны в ландшафт, то есть они не загораживают горы, чтобы это не мешало, допустим, как-нибудь для съемки. Но при этом они очень красиво сделаны, и, соответственно, здесь вот очень приятно отдохнуть, поставить лагерь, пообедать, поужинать. Я очень рад, что здесь появляется вот
какие-то условия для туризма, да, и для таких любителей гор, как я. Место строительства новой открытой зоны отдыха у подножия Столовой горы выбрано не случайно. Оно является одним из самых излюбленных и часто посещаемых туристами. Ведь именно здесь начинают свое восхождение покорители горы. Кроме того, беседки, сооруженные исключительно из дерева, идеально вписываются в атмосферу гор с ее средневековыми башнями и красивыми пейзажами. Подножие Столовой горы нам всем известно как наиболее популярная точка притяжения. Здесь из года в год проводятся массовые восхождения. И мы понимаем прекрасно, что на подступах к горе должны быть созданы как минимум элементарные условия для того, чтобы они просто могли выпить чай, могли отдохнуть и расслабиться, и провести комфортно свой досуг. Новых соседей жилых и боевых башен строят из твердых сортов дерева, благодаря чему беседки простоят не один десяток лет. На территории зоны отдыха также планируется установить мангалы, огнища и места для сбора мусора. Сейчас мы видим, как можно сказать, черновую работу. В дальнейшем мы будем полностью его декорировать, украшать нашим национальным орнаментом, символикой, чтобы гость или местный житель помимо тех впечатлений узнал что-то новое для себя. Строительством новой зоны отдыха занимаются, как говорится, всем миром. Кто-то помог добрым словом, а кто и материально. Министерство экологии помогла с лесом, Комтуризма с размещением площадок, Комитет по делам молодежи оказывает всяческую поддержку проекту. Ну и, конечно, администрация сельского поселения Бейни и непосредственно его глава. Напомним, реализацией проекта занимается Центр молодежной инициативы Ингушетии и Ассоциация ремесленников. Благоустроить такие же зоны отдыха планируют на протяжении всего маршрута восхождения на Столовую гору. Они должны стать местом отдыха для туристов во время изнурительного пути. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24. Продаются права недорого. Такое объявление появилось в сети интернет. На заманчивую приманку мошенников может попасться любой, разумеется, не желающий учить правила дорожного движения. И не важно, что липовое удостоверение как для самих горе-водителей, так и других автомобилистов и пешеходов может обернуться печальными последствиями. Какое наказание предусмотрено за это законом, расскажет Идрис Ижиев. Сделаем водительское удостоверение без экзаменов и очередей, предоплата 100%. Такие объявления все чаще встречаются в социальных сетях. Предложение заманчивое. Отдав пару десятков тысяч рублей, человек минует обучение и экзамен. Однако в этом есть один, но очень большой нюанс. Подобная практика незаконна и расценивается как мошенничество. Мы уже имеем такой факт. В феврале текущего года к нам обратился гражданин с водительским удостоверением с просьбой об обмене. В ходе проверки было установлено, что он его приобрел у незнакомого ему лица в 2013 году в городе Назрань. Этого удостоверения в базе данных не было. Соответственно, мы проверили по учетам, оно на фабрике Госзнака в городе Пермь не изготавливалось. Материал был направлен в отдел внутренних дел по городу Магасу, было возбуждено уголовное дело. Айрат Бариев за рулем более 30 лет. Признается, что о такой легкой возможности получить права даже не слышал. Распространяется информация, что можно купить права неофициально, не ходя в школу, автошколу. Как считаете, вы сами сталкивались с этим когда-нибудь? Видели такие объявления когда-нибудь? Нет, я с таким не сталкивался сам никогда, даже не слышал, но это неправильно, не по закону, не надо так, учиться надо, потому что это дорога ошибок не прощает, все должно быть квалифицированно и профессионально. Возможностью именно нашего времени называет такие услуги Ахмед Мальсагов. Ведь сейчас молодежь хочет всего и сразу, не прикладывая усилий. В его годы про поддельное водительское удостоверение даже не слышали. Я сам в свое время учился, своих детей учу, чтобы они учились в этом, курсы, правила и так далее, и так далее. А чтобы покупать это и садиться за руль, это очень опасно. И людей мучают, и людей калечат, и себя калечат. Очень плохо, когда правила не знают движения. Если права через интернет все же получилось оформить, то это всего лишь бумажная копия. Ведь данные официального водительского удостоверения заносят в единую базу данных. Эта база данных, она едина по всей территории Российской Федерации. Поэтому, если кто-то, я не знаю, будем использовать это выражение, купил водительское удостоверение, он должен знать, отдавать себе отчет и понимать, что этого водительского удостоверения в базе данных не будет. И при любой проверке возникнут обоснованные сомнения в законности получения такого документа.
Получить водительские права сейчас намного проще, чем раньше, ведь подать заявление на сдачу экзаменов можно, не выходя из дома. На сайте госуслуги заполняешь форму, отмечаешь удобное время. Экзаменуемый сдает теорию в специально оборудованном классе. Несколько камер по всему периметру позволяют максимально прозрачно проводить испытания. Прием теоретического экзамена происходит вот в этом классе, где мы с вами находимся. Слева от меня, вверху, вы можете увидеть видеокамеры непрерывного наружного контроля, который осуществляет контроль как за процессом приема экзаменов, так и за временем его приема. То есть принять экзамен, например, в какие-то выходные, праздничные дни, во время не работы РЭО, это просто нереально и невозможно. Но если теорию можно вызубрить, то вот практика куда сложнее. Будущие водители садятся за руль под чутким надзором преподавателя автошколы и, конечно же, сотрудника МВД. Камеры и микрофон со всех 4 углов фиксируют каждое движение, поэтому подсказать или сдать экзамен вместо ученика не получится. Не включил поворотники, превысил скорость, забыл снять стояночный тормоз. Самые распространенные ошибки на практике. Этот экзаменуемый уже в 3-й раз дает на права. Более 80% пути он проходит уверенно, без ошибок. Инспектор, заполняя форму, задает практические вопросы. Можно сказать, проверяет ученика в полевых условиях. Когда обучаемый проводит экзамен, вводит на автомобиль, мы проверяем на знание ПДД, стоянка, где остановка, где максимальную скорость можно развить. Ну, реальная обстановка максимально приближена к реальной обстановке. Одна ошибка может стать причиной несдачи экзамена. Однако такие строгие правила разработаны неспроста. За рулем нужно принимать решения быстро и правильно. Ведь дорога – это именно то место, где ошибки часто становятся роковыми. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Серебро чемпионата России по тяжелой атлетике выиграл Магомед Сейтиев. Соревнования проходят в Грозном с 17 по 24 августа. В них принимают участие более 270 спортсменов со всей страны. Представитель Назрановской специализированной школы тяжелой атлетики «Динамо» Магомед Сейтиев выступил в весовой категории 102 килограмма и оказался вторым, набрав в двоеборье 364 килограммов. Соревнования стали главным отборочным этапом для тяжелоатлетов на чемпионат Европы, который пройдет осенью в Москве. 4 золотых медали завоевали и воспитанники специализированного зала бокса «Назрани» по итогам матчевой встречи сборных СКФО. Турнир также проходил в Грозном. Чемпионами стали Магомед Тангиев, Магомед Мистоев, Исраил Добриев и Моусер Плиев. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале